Ош технологиялык университетине кош келиңиздер. Доброго времени суток, уважаемые студенты! Сегодня мы опять встречаемся на дисциплине компьютерной технологии и проектирования. Продолжаю тему саппор-швейных изделий. Сегодня мы рассматриваем классификацию саппор-швейных изделий. Сегодняшнее занятие проведу я, ваш лектор, доцент Бакирова Назгуль Хасанхановна. Во-первых, перед тем, как начать данную тему, мне бы хотелось, чтобы вы для себя ответили на следующие вопросы. Что такое саппор, его состав и структура? Второе. В каких сферах швейной промышленности применяется саппор? И третье. Слышали ли или вы видели ли вы ранее процесс работы саппор для швейных изделий? Перед тем, как озвучить классификацию саппор швейных изделий, давайте обратимся к истории. История саппор швейного производства на территории постсоветского пространства началась еще в 1970-е годы. В то время начинается автоматизация отдельных этапов проектно-конструкторских процедур, а именно ввод рабочих лекал при помощи дигитайзеров для определения нормирования расходов материалов и составления раскладки, а также вычерчивание деталей, градация лекал и так далее. То есть в то время проводились такие автоматизация малозначительных процедур. Шли годы, и в связи с тем, что в 1990-е годы швейное производство, как и вся экономика постсоветского пространства, переходит к методам рыночной экономики, стало необходимым усовершенствование и развитие саппор-швейного производства из-за того, что появилось такое понятие, как конкуренция между предприятиями, выпускающими швейную продукцию, да? И чтобы выжить на рынке швейных изделий, предприятия начали стремиться к тому, чтобы автоматизировать производственные процессы. Поэтому зарождаются новые направления в автоматизированном проектировании одежды на базе современных интеллектуальных технологий и трехмерного проектирования. Активно разрабатываются новые подсистемы, позволяющие создавать макеты, манекены конкретных фигур заказчиков, что стало очень удобным и помогло предприятиям, которые имели саппоры, они смогли уже в большей степени привлечь к себе клиентов, да? Потом также разрабатывать технические эскизы, разрабатывать коллекции моделей и визуализировать их в цифровых технологиях для того, чтобы уменьшить расход материалов в экспериментальном производстве. Так, давайте теперь непосредственно перейдем к нашей теме классификации саппор швейных изделий. В общем виде различают классификацию саппор по следующим основаниям: степени специализации системы, типу пространства проектирования, типу модели поверхности проектирования, степени доступа пользователя к параметрам проектирования. Так, степень специализации системы определяет способность саппор выполнять задачи, характерные для конкретной профессиональной деятельности. Предположим, то есть это такие системы, специализированные системы, то есть системы специализированные для швейной промышленности, системы специализированные для машиностроения, для энергетики и других видов промышленности. Наряду с этим, конечно, существуют и универсальные системы. А универсальные системы, они предназначены для решения общепроектных задач. Да? К универсальным системам можно отнести систему автоматизированного проектирования AutoCAD, которую мы сейчас изучаем. То есть AutoCAD имеет ряд инструментов рисования и редактирования, да, которые мы можем использовать не только в швейной промышленности, но и в других видах промышленности. Но нужно сказать, что на основе универсальных систем, таких AutoCAD, да, специализированные системы, которые позволяют решать задачи одной профессиональной деятельности, то ли задачи швейной промышленности, скажем, задачи машиностроения, да. И наряду с этим успешно развивается
создаются и развиваются саппор одежды, например, как Элеандр и Ассоль, которые базируются на графическом и математическом ядре AutoCAD. Тип пространства проектирования характеризует пространство для проектирования, да, и условно подразделяется на двумерное 2D проектирование. На проектирование трехмерного объекта на основе двухмерных проекций, это 2,5D проектирование, и 3D проектирование. Трехмерного проектирования, то есть 3D проектирование. Здесь нужно особо сказать, что трехмерное проектирование представляет собой решение сложных математических уравнений, которые позволяют визуализировать и управлять объектом в трехмерном пространстве. В системе 3D проектирования саппор швейных изделий существуют развертывающие и одевающие системы. Да? В развертывающих 3D саппор швейных изделий 3D технологии применяют до этапа двухмерного конструктивного моделирования. То есть вначале модель одевают на фигуру, а потом, посмотрев, как эта модель сидит на фигуре, потом ее уже делают развертку в 2D проектирование, да, то есть уже получает лекало. Такими примерами саппор могут быть развертывающими саппор, могут быть саппор Ассоль, саппор Стаприм и другие. А в одевающих 3D саппор там уже идет наоборот. В одевающих 3D саппор 3D технологии применяют после этапа двухмерного конструктивного моделирования, предназначен для проектирования плоских лекал и изделий традиционными способами, а потом в дальнейшем их сшивают, одевают на виртуальный манекен для проверки посадки изделий и внесения изменений в плоские лекала. Такими примерами саппор могут быть саппор Гербер, США, да, саппор Инвестроника, Испания, саппор Джуливи, Украина и другие саппор. Далее, классификация саппор по степени параметризации определяет способность той или иной системы описывать и запоминать процесс проектирования в виде набора параметров с целью автоматического воспроизведения при новых значениях параметров. В связи с этим выделяют следующие виды систем. Это непараметрические системы, в которых процесс проектирования осуществляется на основе графического или универсального редактора. Системы, поддерживающие концепцию сквозной параметризации, в которых описание объекта проектирования осуществляется на специальном проблемно-ориентированном языке. И третье – это комбинированные системы, ведущие запись алгоритма на отдельном этапах проектирования. Давайте же теперь рассмотрим все эти три системы по отдельности. Параметрический саппор при проектировании швейных изделий позволяет формировать алгоритмы построения и преобразования чертежей конструкции с исключением традиционного процесса градации. Недостатком параметрических систем является невозможность выполнения процесса алгоритмического представления лекал, разработанных ручным способом, что значительно ограничивает использование подобных систем на предприятиях с накопленной базой апробированных картонных лекал, выверенных опытом и многолетней практической работой. А преимуществом параметрических систем является возможность многократно повторения алгоритма с новыми исходными параметрами, размерными признаками, значениями прибавок, поправочных коэффициентов и так далее. Основные направления развития параметрических систем ориентированы на разработку новых маршрутов и сценариев, да, позволяющих ускорить описание и реализацию процесса конструирования. На российском рынке саппор, да, или на современном рынке саппор швейных изделий на сквозной параметризации основаны такие системы, как Графис Германия, да, и Грация Украина, Леко, Вилар Россия. В непараметрических саппор описание объектов проектирования осуществляется в большинстве случаев с использованием дигитайзеров с помощью методов компьютерной графики, в которых имитируется действие проектировщика при ручном проектировании. Разработка и редактирование лекал ведется в естественном для конструктора виде представления информации.
Архивные базы данных объектов проектирования, комплектов лекал, хранятся в виде координат опорных точек, причем каждая деталь хранится отдельно, что, естественно, занимает большой объем ресурсов памяти компьютера. К числу непараметрических SAPR относится SAPR STAPRIM. Комбинированный SAPR представляет собой комбинацию простоты использования непараметрических систем и широкие возможности процесса проектирования параметрических систем. При этом все комбинированные SAPR классифицируют по степени доступа пользователя к параметрам проектирования на 3 типа. Это SAPR с ограниченным доступом, SAPR с полным доступом на отдельных этапах проектирования и полный доступ на всех этапах проектирования. Комбинированная система первого типа с ограниченным доступом пользователя к параметрам проектирования основана на непараметрическом подходе и предлагает пользователю готовые алгоритмы проектирования с возможностью изменения параметров. То есть это Eleander CAD Россия, Lectra Франция. А комбинированный SAPR второго типа с полным доступом на отдельных этапах проектирования имеет четкое разделение на подсистемы в зависимости от этапа проектирования. При этом некоторые подсистемы обладают полной или частичной параметризацией. Это SAPR Comtense Россия, Gerber США, Investronica Испания, Optitex Израиль, PET System Канада, Relict Россия. Комбинированные системы третьего типа с полным доступом к параметрам проектирования позволяют пользователю по своему усмотрению включать режим записи алгоритма и самому определять его параметры на любом этапе проектирования изделия. К таким системам относятся SAPR ASOL, Грация, Украина. Вот все вышесказанное, оно в какой-то мере присутствует в тех SAPR, которые представлены перед вами. Значит, здесь разновидности SAPR на рынке швейного производства, SAPR по степени визуализации, 2D-проектирования и 3D-проектирования. Да? Давайте посмотрим, какие основные задачи SAPR швейного производства. Это автоматизировать реализацию замыслов художника и дизайнера. Потом конструкторская подготовка – это обеспечить качество изделия во всех размерах, ростах и полнотах. Как раз таки это вот не во всех SAPR возможно сделать. SAPR Graphics нужно указывать межразмерные превращения. Конечно, в программу саму вложена эта функция, но в некоторых точках, в некоторых размерных признаках ее надо вручную уже устанавливать. В обеспечении качественной градации лекал сейчас преуспевает SAPR Грация, потому что они начинают градацию лекал в зависимости от у них вот эта подсистема градации лекал, она взаимосвязана с подсистемой вот размерных признаков. То есть она, когда градирует лекал, она сразу данные берет из размерных признаков каждого размера по отдельности. Следующее. Обеспечить быструю сменяемость моделей. Да, это вот тоже возможно. И вот SAPR Graphics, что хорошо, предположим, вы в одной детали какую-то форму поменяли, здесь привязка идет, одной детали идет привязка со всем изделием вместе. Поэтому SAPR Graphics, SAPR Грация это тоже хорошо обеспечено. Далее, строить на индивидуальные фигуры при выполнении индивидуальных корпоративных заказов. Реагировать на изменения моды, я выше уже сказала. Перестраивать лекала после изменения конструктивных решений, прибавок, коэффициентов усадки и тому подобное. То есть, да, здесь в зависимости от вида материала, от его физических свойств, можно уже подобрав вид материала, да, можно уже смотреть на прибавки в лекалах. Дальше, следующая задача SAPR – это поддерживать массовость производства. Это в первую очередь. И следующая тоже немаловажная задача – это автоматизировать учет, планирование и управление проектами.
Вот это основные задачи, которые решает SAPR. Давайте мы разберем, в какой последовательности у нас работают 2D SAPR и 3D SAPR. В 2D SAPR последовательность разработки лекал или вообще разработки конструкции изделия происходит по следующему алгоритму. Это выбор размерной типологии, создание базовой конструкции, моделирование, построение зависимых конструкций, создание и оформление лекал, градация лекал по ростам, по размерам и полнотам и раскладка лекал. Типовая последовательность разработки в 3D SAPR – это выбор типа фигуры манекена – мужская, женская, детская. Ввод или корректировка размеров, деформация электронного манекена. То есть у электронного манекена могут быть свои размерные признаки. Если вы строите на индивидуальную фигуру, то вы уже будете туда вводить свои параметры, свои коррективы. Потом выбор типа модели одежды. Это может быть подгонка костюма по электронному манекену. Модель одежды выбирайте, одевайте ее на манекен и смотрите, какова же посадка. А потом уже делайте подгонку. Где нужно выточки ставите, да, талиевые выточки, нагрудные выточки. Может быть, вам защипы нужны будут и так далее. По длине подгонку делаете. Затем вы после того, как базовую основу подогнали к электронному манекену, вы выбираете фактуру и цвет материалов. У вас есть там база данных материалов, вы ее надеваете на манекен. Демонстрация заказчика. Вы можете сделать визуальную демонстрацию изделия, которое заказал заказчик. Корректировка. После демонстрации, конечно же, у всех заказчиков будет свои пожелания. Вы можете эти пожелания на месте исправить. И экспорт. Потом, после того, как вы все эти данные собрали, примерку сделали, да, все эти данные отправляете под систему конструирования. Там они уже конструируют и выводят лекала изделий. Вот и все на сегодня, дорогие студенты. Для того, чтобы вам легче было во всем этом разобраться, еще плюс самостоятельно, вы можете воспользоваться списком литературы, который показан перед вами. И для закрепления сегодняшней темы, пожалуйста, ответьте на следующие вопросы. Какую роль в швейном производстве играет SAPR одежда? Перечислите, по каким основаниям классифицируется SAPR? Что такое степень специализации системы? На какие типы проектирования делятся SAPR? Что такое развертывающий и одевающий SAPR? Как SAPR делится по степени параметризации? Что такое степень пользователя для SAPR? На этом все, мои дорогие. До свидания и до скорых встреч.